Вкратце скажу, что как это организуется турнир, что отдел вольной борьбы восстановил все соревнования, которые были до пандемийного уровня, все международные соревнования. Это те, которых в регионах, это Дагестан, Бурятия, Якутия и Красноярск, которые мы предварительно до этого провели совместно с Минспортом России и ВССП, которая взяла львиную долю финансирования. Также здесь они оказали очень большую помощь. Где-то 60% или 70% турнира финансирования взяла в себя Минспорт России. И в течение через месяц мы будем выступать здесь на первенство России, где тоже мы окажем финансовую помощь, и в том числе от Олимпийского комитета России. Хочу поблагодарить моего младшего коллегу Абдусалама Гадисова, который всегда идет навстречу, что проведение первенства России мы решили, решение принято быстро и оперативно. И в календаре оно стоит. В апреле месяце, 13 по 17 апреля в Триумфе вновь мы соберемся, где увидим весь наш молодежь. И хочу познакомить нашего еще друга, коллегу, который большую роль играет в нашей работе. Это Алихана Киндарова, который возглавляет комиссию по подделкам, который один из таких направлений отдел берет, который он успешно уже второй год работаем совместно, и есть результаты. И вот Шамиль Кутимагомедов, это старший тренер сборной Дагестана, только недавно завершил свою карьеру и стал тренером. Ну, вы знаете, у нас новый тренерский состав. С этого года сейчас поменялся тренерский штаб. В юниорской сборной руководит Абдусалам Гадисов. У нее есть видение, и те, которые получают стопроцентную поддержку лица от Михаила Герасимовича и Минспорта нашего работодателя. Сейчас знаете, что международный календарь, как у нас год отделило, что принято было 22 февраля прошлого года, что не допускать российских спортсменов. Что делается для этого? Федерация борьбы ведет огромную работу в лице Михаила Герасимовича Мамешвили и в лице Олимпийского комитета, те, которые ждем сейчас в конце марта дорожную карту, как исполком МОК решение примет, откуп даст федерация, которые дадут нам выступить в каком статусе. Те разговоры, которые идут, что азиатский регион, такого у нас нет и не было. Мы остаемся в европейской части к отбору. Взрослая команда готовится целенаправленно к Сербии. Сентябрь это. А пока другие возраста, к сожалению, нас не пускают. Вот для этого мы будем организовывать международные соревнования внутри страны. Для этого у нас есть возможности и желание всех нас, чтобы сохранить соревновательный план. Это нейтральный статус, которые идут очень тревожно, те, которые передают, вы все знаете, что они дают нам вопросы ответить, что поддерживаем ли мы свое руководство, действия Украины. Другое, это есть еще религиозные вопросы, там есть еще очень интересный вопрос, который от третьих лиц трансгендеров, который толерантность, которую переводят. Это, к сожалению, в борьбе непримиримо, что у нас 95% сборной команды это мусульмане, которые те сложности, которые европейской терпимости, к сожалению, очень сложные. И руководство это понимает, и даже и Ненад Лалович знает, что к этому вопросу уже ждем решения исполкома в марте. Нейтральным статусом те, которые дадут. А так хочу поблагодарить моих старших товарищей, это президенты Федерации Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, которые никогда не отказываются отправлять команду. И иранская сторона,
Ну и сейчас идет, что мы в календаре UAV, некоторые страны хотят нас пригласить, российских борцов, из-за этого они не включают календарь UAV. И ну как цепную реакцию уже пошло. В Иране сейчас мы отборолись, сейчас в Армении будет. Ряд стран еще будет, в Казахстане будет вот сейчас лига подобного, где ждут наших российских борцов. Совместные сборы. Вот у нас вот сейчас вот запланировали юниорские сборы, вот 4 сбора, у нас заявки очень большие, иностранные команды просятся, но всех вместить не можем. Ну так что, как сказал вот наш президент, зачем нам нужен мир без России? Вот также зачем нужна борьба без России? Так что будем готовиться в Париж и готовимся к следующим играм. И большое спасибо хочу руководству страны республики Айсену Сергеевичу, который и министру спорта, который всегда отказывается и поддерживает, и всегда были примером для других регионов по поддержке нашего любимого вида борьбы. Следующий